Подписание Переяславского договора в 1654 году изменило равновесие сил в Восточной Европе и подтолкнуло Крымское ханство на сближение с Речью Посполитой. Поляки тоже опасались усиления России, поэтому переговоры с крымскими татарами завершились пактом о дружбе, ненападении и взаимопомощи Крыма и Польши. В связи со смертью Ислам-Гирея договор подписал его преемник Мехмед-Гирей IV, который стал новым ханом. Какова дальнейшая судьба Крымского ханства? Кто будет его союзником в борьбе за независимость? С вами Андрей Саминин. Это программа об истории крымских татар. Пока на европейской дипломатической арене бурно развивались события, крымские татары были озабочены внутренними проблемами. Новый год начался для Крыма неудачно. Не удалось предотвратить массовый падеж лошадей и другого скота. Зима на полуострове была необычайно суровой и снежной, да и неурожай предыдущего года сказался на жесткой бескормице. Тем временем из Стамбула был прислан ферман собирать все ханское войско и выдвигаться на выручку Польши. Эта страна оказалась под угрозой тройного удара. Украинских казаков полковника Ждановича, шведов, а также молдаван, венгров и валахов. В мае крымско-татарское войско уже стояло у Днепровских переправ. Туда же подошли турки. Но перейти на правый берег не удавалось. Этому мешало казацкое войско. Начались бои. Форсировавший реку 10-тысячный отряд Ширинбея Кельмамета оказался в окружении. Его нужно было выручать. Но Порта отозвала все свои полки домой. Из Крыма же пришло известие о казацком вторжении в приморские земли полуострова. Мехмед-Гирей IV какое-то время колебался, не вернуться ли домой, где под началом Муртаза-аги оставалось всего лишь 20 тысяч пожилых воинов. Они просили султана о помощи. Но пока гонцы скакали в Стамбул и обратно, отряд Ширинбея был на голову разбит и почти полностью уничтожен. Силы за Днепром были слишком неравны. 60-тысячное войско удалось переправить за реку, и оно полностью уничтожило войско князя Трансильванского. К тому времени в междуречии Днепра и Днестра скопилось столько казаков, что могла повториться трагедия с отрядом ширинского бея Кельмемета. Дошло до того, что хан попросил помощи из Крыма, откуда ему Муртаза-ага писал, что ко всем угрозам добавилось новое, собранный в прошлом году и еще не распроданный полон из нескольких десятков тысяч человек грозит восстанием. В конце июля 1657 года на Крым с моря напали донские казаки и разграбили приморские деревни. Не встречая серьезного сопротивления, они высадились на юго-западном берегу и поднялись вглубь полуострова. Когда же в начале августа они наконец-то ушли в море,
что увезли с собой награбленное добро и пленных крымских татар. С другой стороны, запорожцы приступили к самому Перекопу, который оберегал Колга Кази-Гирей, и осадили Оркапы, стремясь прорваться в Крым с севера. Мехмед-Гирей IV, чье войско тем временем подошло к Очакову, был вынужден отправить половину людей к Перекопу. Оставшаяся часть войска нанесла решительное поражение венграм под Меджибожем и к 26 августа 1657 года также вернулась домой. В результате казаки не осмелились на штурм Оркапы, и Крым на тот год от угрозы разорения как будто был избавлен. Но вот уже на исходе 1657 года, в то время как в Бахчисарае послы Москвы вели переговоры о новом титуловании царя Алексея Михайловича и продлении мирных отношений, к Перекопу снова стали подходить украинские казаки. Хан с небольшим войском должен был выехать в степи для укрепления обороны полуострова. Гетьманщина переживает сложные времена. Богдан Хмельницкий, который стоял во главе государства, умер. Отношение союзников в Гетьманщине меняется. Тогда же казаками был избран новый гетман Иван Выговский. Он сразу и открыто обозначил свою последовательную, независимую от Москвы политику. Кроме того, он железной рукой подавил поддерживаемую русскими мятежную промосковскую оппозицию. Но этим дело не закончилось. Выговский заручился поддержкой султана и просил хана послать свое сильное крымское войско для подавления мятежа. Позже послы гетмана в Крыму заявили, что новый гетман откладывается от царя московского. То хан не знал, верить или не верить такой радости. Гетман предлагал союз, по условиям которого Гирей шел бы вместе с ним разорять Запорожье, потому что московский царь посылает запорожцам жалование и наущает их на него. Мехмед-Гирей IV стоял перед сложным выбором – довериться новому гетману и оказать помощь, или отказать ему и пойти на союз с Москвой. Одно решение могло изменить текущее положение крымского ханства.